Академию наук Якутии с рабочим визитом посетил председатель СОРАН Валентин Пармон. Сегодня в зале Президиума Академии наук Республики состоялась рабочая встреча действительных членов Академии с председателем СОРАН академиком Валентином Пармоном и академиком Николаем Пахиленко. В ходе встречи были рассмотрены и обсуждены вопросы научного сопровождения индустриальных проектов, развиваемых на территории региона. Подробнее об итогах встречи нам рассказал председатель СОРАН академик Валентин Пармон. Сегодня мы собирались в очень важной научной части Республики Саха-Якутия. Мы встречались с руководством Республиканской академии наук. Безусловно, региональные академии не могут заменить федеральную академию, то есть многие фундаментальные вопросы, они решаются не из-за того, является либо проблема региональная, либо нет, это фундаментальная проблема вообще. Одна из основных задач нашего приезда сюда – это поговорить с руководством республики относительно того, как мы могли бы, научники, помочь в реализации очень крупных, как мы считаем, проектов, которые могли бы существенно повлиять на развитие экономики Якутии. И отчасти перевести Якутию из сырьевой республики в республику, которая сможет производить продукцию. Президента на 300-летнем юбилее, где четко сказано, да, президентом озвучено, это микроэлектроника, это искусственный интеллект, это новые материалы. Новый год Айталина Алексеевна. Человек, который, конечно, она с Новосибирска к нам подготовку пришла и здесь открыла по химии специальность. Уже 30 лет выпускаем химиков. И, конечно, вот эта специализация пойдет и так далее. И с размахом вы должны работу. А для этого мы должны убедить сейчас наше правительство и парламент смело идти на финансирование исследовательского центра превосходства и наших тематик, что мы хотим, увязав с недородобычей и с геологией пусть, переработкой пусть. Например, человек разработал без воды извлечение алмазов. Мы все знаем, что Тамтор уже очень уникальный в мире, да, месторождений, которые по своим запасам, по своему содержанию редких земель, да, являются одним вообще уникальных месторождений вообще в мире. Цепочка это создание предприятий по глубокой переработке и получению из них разной продукции. А разные продукции, это мы знаем, что это современное станкостроение, современная оборонка, это космические технологии, это последствия, возможно, создание такого комплекса на дальнейшей перспективе очень высокое. Редкоземельные металлы. Все слышали, что сейчас все автомобилестроительные компании объявили, что они переходят на создание электрических автомобилей. Например, уже в прошлом году за год Китай продал за границу более 5 миллионов электромобилей. Понимаете? Что такое электромобиль? Это не двигатель внутреннего сгорания, который колеса крутят. Это электрические двигатели. Сердце этого двигателя, ротор, он изготовлен из сплава неодима с добавлением самария произодима, который позволяет сделать этот ротор на основе постоянного магнита с очень высокой напряженностью магнитного поля. Это я цифру назвал только для Китая. Наш завод, московский завод «Москвич», собирается делать 700 тысяч в год таких автомобилей. Дальше «Лада» тоже переходит на выпуск этих самых электромобилей. Европейские все компании сказали, что они прекращают разработки новых двигателей внутреннего сгорания. И с 30 года они будут разрабатывать новые модели только на основе электромобилей. Это одно. В прошлом году Дания, например, они умеют считать, Европа, 61% энергии, электроэнергии, которая была выработана, это ветряные генераторы.
Германия тоже умеет считать. Когда лечу над Китаем, я вижу огромные территории, где сотни стоят ветряных генераторов. Работают и нормально работают. А что такое ветряной генератор? Это опять же генератор, где ротор сделан на основе сверхмощных постоянных магнитов, на основе неодим самарий, прозиодимовых сплавов. Вот туда идет. Дроны. Туда идет тоже двигатели, которые заставляют. Самолеты электрические. Оборудование для оборонной техники. К 1940 году, если брать 20-й год, не сегодняшний год, а 20-й год за единицу, потребление мировой промышленностью редкоземельных металлов увеличится в 7 раз. Вот. И России, и Сибири. Спасибо. Там разрушить единое российское пространство.